Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Это «Утро четверга». С вами встречаем мы, Степан Федоренко и Полина Долинская. Сегодня мы узнаем, что такое библиомобиль, а также увидим с высоты птичьего полета город Нижний Новгород. Также мы расскажем, что можно приготовить на яблоневый спас, и узнаем удивительную историю дворняжки из Екатеринбурга, которая взяла и стала байкером. Ну, конечно, нас ждут интересные гости. Сегодня в студию ждем известного пианиста Московской консерватории и узнаем у специалистов, как задымление влияет на растения. Ведь впереди грибной и ягодный сезон. Мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Отправляйте фотографии, как вы начинаете свой день, пишите истории о том, какие у вас планы на эти выходные. Ну, а может быть, кто-то уже открыл грибной или ягодный сезон. Напоминаем страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы наших сюжетов и программ. Ну, а для тех, кто не может посмотреть в телеэфире наш выпуск программы, напоминаем YouTube-канал «Якутия-24». Ну и традиционно начинаем мы свой эфир с информацией о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 4-9 градусов, в заречной группе от 9 до 13. В южных сегодня прохладно, в Нерюнгри 13 градусов, выше 0, в Алдане плюс 15. В Вилюйской группе Улусов столбик термометра был зафиксирован на отметке от 8 до 11 градусов, а в Нижнеленских 11-12. На западных 8-10 градусов тепла, в Колымо-Индигирской группе Улусов 8 градусов в это утро на Белой горе и 11 в Уснере. В Янских 4-11, на северо-западе 9-10 градусов со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 9 градусов, выше 0. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер южный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают нам день без осадков. Ветер северо-восточный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем 19-21 градус тепла. Да, вот, кстати, яблочки на нашем столе напоминают о том, что сегодня праздник большой яблочный спас, и в этот праздник очень важны приметы погодные. Какой будет погода в этот день, такой будет и последующие времена года. Кстати, друзья, если вы знаете еще какие-то приметы, а может быть у вас есть какие-то рецепты, как отпраздновать яблочный спас, то обязательно пишите нам на номер нашего WhatsApp. Вы его можете видеть у себя на экранах 8 914 273 44 88. Ну а далее в нашем эфире выпуск новостей. Приветствую студию «Утро Якутии» с новостями. К этому часу Влад Давыдов. Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов между вакцинированными от COVID-19. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте Кабмина страны, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Розыгрыш будет проходить на официальном сайте bonuszazdоровье.рф. На этом же сайте и в средствах массовой информации будут опубликованы общие результаты. Всего будет определено 1000 победителей по России, каждый получит по 100 тысяч рублей. Пункт помощи пострадавшим от лесного пожара открыли в Амгинском наследии. Администрация района создала общий фонд. Туда желающие могут отправить денежную помощь. На днях к этой помощи присоединился Совет женщин Амгинского наследия. Они открыли пункт, где жители смогут помочь пострадавшим от лесных пожаров, а также добровольцам, которые непосредственно работают на тушении продуктами, денежными средствами. Наш женский совет работает 2-й год, и мы активно участвуем во всех проводимых мероприятиях нашего улуса и не остались на стороне призыву нашего наследия улуса, что помощь нашим пострадавшим от пожара горного улуса в селе Бескёль и на тушение пожара решили помочь и открыли пункт.
Август – жаркая пора поступления в школу не только для первоклассников, но и для выпускников 9 классов. Перед ними встает вопрос – продолжать обучение в школе или поступать в другие учебные заведения. В этом году средняя школа номер 6 города Якутска продолжает набор в профильный психолого-педагогический класс. Туда привлекаются учащиеся 10 классов, заинтересованные профессиями психолого-педагогической направленности. Открытие профильного класса актуально для города Якутска. Управление образования столицы прогнозирует востребованность молодых педагогов в новых строящихся школах. Собирать, детей, которые хотят связать свою жизнь с педагогикой, психологией. И 2 направления, подготовка это учителей начальных классов и подготовка педагогов-психологов. По окончании общеобразовательной школы 11 класса они могут поступить в высшие учебные заведения пединститутов, и также в средние специальные учебные заведения. Мы заключили договор с Самарским государственным университетом, Московским городским университетом, и также есть договор с Северо-Восточным нашим федеральным университетом. Работаем педколледжами нашей республики. Поэтому я думаю, что набор будет. Пока все к этому часу. Слово передаю коллегам. Ну что ж, и далее наш тренер Светлана Кобякова покажет вам очень простые, но в то же время очень эффективные упражнения для суставов. Пусть ваше утро будет добрым, бодрым и здоровым. Смотрим нашу зарядку. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясница расслаблена, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся к небу. Сегодня у нас с вами суставная гимнастика. Суставы мы разомнем, начиная сверху, и постепенно будем опускаться вниз. Итак, наклонили голову, вдох, и на выдохе давим на голову, плечо оттягиваем в противоположную сторону, ощущаем, как тянутся мышцы шеи и плеч. В другую сторону вдох, и на выдохе давим, плечо оттягиваем, ощущаем, как растягиваются мышцы шеи. Хорошо, вдох, и на выдохе запрокинули голову назад, осторожненько. Хорошо, и выпрямили голову, вдох, и на выдохе опускаем голову вниз, давим ладонями на затылок, ощущаем, как растягивается задняя поверхность шеи. Если все нормально, можно голову осторожненько покрутить вправо-влево. Хорошо. Теперь поворачиваем голову вправо, за подбородок толкаем, за затылок тянем, скручиваем голову мягко, без болевых ощущений, ощущая, как скручиваются шейные позвонки, разминаются. В другую сторону вдох, на выдохе давим на подбородок, тянем за затылок, вдох на выдохе и дальше дышим свободно. Хорошо расслабили шею, плечи крутим вверх, поднимаем почти до ушей, вперед округляем спину, назад соединяем лопатки. И в обратную сторону поехали. И сань, отлично. В противофазе вращаем плечи, ощущаем, как задействуются наши широчайшие мышцы. И в обратную сторону. И сань, хорошо. Вращаем руки в плечевом суставе, начинаем медленно. Если нет никаких болевых ощущений, можно убыстриться. И в обратную сторону. Опять начинаем медленно. Если все нормально, можно чуть убыстриться. Хорошо. Кровь, прилившую к кистям, опустили. Теперь разминаем локтевые суставы вращением предплечий. Обратно. Хорошо. Вытянули руки вперед, вращаем кулачки. Разминаем запястья в обратную сторону. Хорошо. Порубили воздух расслабленно кистями и помахали кистями, как крылышками бабочки. Отлично. Теперь разминаем плечевой пояс. Вдох и на выдохе притягиваем руку к себе. И теперь колени у нас мягкие. Делаем повороты и растягиваем дельтовидные мышцы. Другая рука вдох. На выдохе потянули к себе и с поворотом. И сань, хорошо. Покидали руки вперед-назад. И давайте это упражнение мы совместим с дыхательной гимнастикой Стрельниковой. То есть
На скрещивании рук мы делаем вдох носом. На открытии рук выдох ртом. Поехали. Молодцы! И теперь кидаем руки вверх-вниз. Дышим свободно. Ощущаем, как все раскрепощается в наших плечевых суставах и в плечевом поясе. Отлично. Закончили. Всем хорошего дня. Будьте здоровы и счастливы. Друзья, нам очень приятна ваша активность, особенно в такое раннее утро. И вот уже нам люди рассказывают, как же они начинают свой день. Вот прямо на экранах вы можете видеть этого замечательного молодого человека. Это Борис, ему 3,5 года. Он собирается в садик, пока его мама собирается на работу. А вот это следующая фотография. Кто-то вот в такой приятной атмосфере пьет кофе. И встречает утро. И встречает утро. А у нас еще есть поздравления. Поздравьте, пожалуйста, любимую, дорогую доченьку Егорову Виру Витальевну с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего. Пусть окружает понимание и праздник, радость принесет. Пусть исполнится желание и много счастья в жизни ждет. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям и поздравляем с днем рождения. Напоминаем, WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Полин, ты какие книги предпочитаешь читать, традиционные или бумажные? Ну, я электронные книги предпочитаю в путешествиях, особенно в самолете. То есть это очень удобно. Во-первых, они не занимают много места, а так в обычной жизни я люблю книги. Я люблю вот сам этот ритуал, перелистывать, их запах. Мне прям так нравится. Ну, знаешь, и ты не одна такая. На самом деле много людей, которые любят именно бумажные книги. И это не только пожилые люди, но и молодежь. И в Национальной библиотеке уже почти полгода работает такая услуга, как книги на дом. Их доставляет Библиомобиль. Как и кому можно заказать эту услугу, мы расскажем в нашем следующем сюжете. Адрес, пожалуйста, ваш. Номер телефона. Так, я записала вашу заявку. С вами свяжется специалист и поможет с подбором литературы. Ожидайте Библиомобиль 18 августа, где-то в промежутке с 10 до 11. Библиотекарь в условленный день формирует заказ и спешит по адресам. Для Александры Ивановны, постоянной читательницы Национальной библиотеки, временно ставшей маломобильной, выездная услуга оказалась как нельзя кстати. Удобно очень. И я ногу повредила. Из-за этого операция была и так далее. Так что я как бы не могу сама куда-то взять, поехать. Так что то, что вы мне помогаете, это очень, очень хорошо. Начавшаяся в апреле в разгар пандемии акции по доставке книг на дом неожиданно оказалась востребованной. Ведь не все в силу возраста и других причин могут читать электронные книги, а кто-то просто по привычке предпочитает бумажные издания. Читатели, которые заказывают, становится все больше и больше. Услуга им нравится. Это, говорят, это очень удобно. И нас это очень радует. Особо популярна услуга среди пожилых граждан, которые не могут сами прийти в библиотеку, а также инвалидов и тех, кто находится на самоизоляции. При этом, прежде чем доставить книги, их держат на карантине несколько дней и дезинфицируют под специальными лампами. А при доставке соблюдают все меры безопасности. Этот проект нашей библиотеки очень мне нравится, потому что я люблю читать книги. По состоянию здоровья я не могу выйти из дома, я нахожусь все время дома. Поэтому я очень благодарна работникам библиотеки и Библиомобилю. Библиотекари, воодушевившись активностью читателей, хотят теперь создать постоянный маршрут в отдаленные районы Якутска и пригороды, чтобы жители этих районов по определенным дням могли одалживать книги в Библиомобиле. Яра Филиппова, Григорий Охлопков, Якутск. Аномальная жара, лесные пожары и длительное задымление могут негативно сказаться не только на урожае, но и уменьшить количество даров леса. Как задымление влияет на лесные культуры, стоит ли в этом году собирать грибы и ягоды, об этом и многом другом мы поговорим с нашим гостем.
Константин Кривошапкин, временно исполняющий обязанности директора Арктического государственного агротехнологического университета. Доброе утро. Доброе утро. Константин Константинович, ну вот грибники, ягодники уже готовятся, уже вооружились корзинками, готовы идти в лес. Однако вот лесные пожары, жара, вот засуха. Стоит ли ждать урожая богатого в этом году? На растения в первую очередь влияет, конечно же, экологические условия, на урожайность растений. Это наличие влаги, наличие различных питательных веществ в почве, да, также наличие солнечного света. И вот когда у нас были пожары, вот дым препятствовал проникновению солнечных лучей, что, конечно же, неблагополучно отражается на такой процесс, который называется фотосинтез. Без лучей солнца фотосинтез не происходит, да, или же происходит очень слабо. Поэтому урожай будет, конечно же, очень низкий. И надо сказать, что почки, которые генеративные или же которые относятся к цветкам, плодам, они закладываются за год. Значит, на урожай следующего года повлияет именно этот сезон, когда закладываются эти почки. Ну, а вообще, как растения вот задымленность переносят? Задымленность растения могут переносить достаточно плохо. Если сильная задымленность, это нехватка и солнечных лучей, да, и определенной степени кислорода, когда ночью процесс у нас обратный. Подождите, а разве не сами растения должны вырабатывать тот самый Да, фотосинтез? когда есть солнечный свет, из углекислого газа, да, из воды растения благодаря фотосинтезу, хлорофиллу вырабатывают кислород и крахмал. Да? Но когда вот у нас отсутствует солнечный свет, происходит обратный эффект, когда уже растения поглощают уже кислород, да, и выделяют. Это очень сложный процесс физиологии растений. И ночью, например, растения не выделяют кислород, а ночью, наоборот, поглощают кислород. Так ведь? И вот когда при горении органических веществ того же леса уничтожается огромное количество кислорода, да? Огонь же вспыхивает, когда есть кислород. Огонь так тоже ведь, да? придает кислород. Да, огонь уничтожает кислород. И, соответственно, для экосистемы, для людей, для природы отсутствие кислорода может повлиять очень серьезно, в том числе и даже на необратимые процессы. Ну, вот известно, что грибы, они имеют свойство именно накапливать те самые вредные вещества, особенно после длительных пожаров. Вообще, стоит ли в этом году идти по грибы и ягоды? Грибы относятся ни к растениям, ни к животным. Раньше думали, что грибы – это растения, и относили к царству растений, то грибы сейчас выделили в отдельное царство, да, и они даже ближе по типу питания и по типу обмена веществ, ближе даже к животным. Грибы? Грибы, они питаются как животные, да, обмен веществ, да, и практически также спорами. Есть у них и бесполое размножение, и половое размножение, да, и вот то, что основная масса грибов называется мицелий. Это такие белые нити, которые находятся в почве или в деревьях, если это дереворазрушающие грибы, да, и мы видим только плодовые тела, которые употребляем в пищу, да, и то, что вот накапливают грибы какие-то вещества, это да, но немного, в отличие от лишайников и мхов. Но плодовые тела грибов могут иногда накапливать некоторые вредные вещества. Да? Но мне кажется, здесь вот пожары, да, они влияют в первую очередь тем, что уничтожают мицелий, основную часть гриба, которая находится в почве. Соответственно, без мицелия плодовые тела не образуются, да. И без влаги тоже не образуются ни мицелий, ни плодовые тела. Ну и, соответственно, я думаю, что в местах, где произошел пожар, к сожалению, урожая грибов не будет. А что касается ягод? Так, ягоды, вот когда мы были на тушении пожара, видели, какие хорошие ягодники сгорают. Ягодники брусники, ягодники голубики и других наших ягодных растений, да, они поголовно уничтожаются и восстанавливаются тоже очень медленно. Почему? Потому что в корнях этих наших ягод, например, тоже брусники, да, образуются так называемые кориза или микориза. Это сообщество с гифами грибов. Соответственно, когда имеются эти гифы грибов, то ягодные растения, они хорошо себя чувствуют, впитывают влагу, минеральные вещества, да, и
если опять-таки этих грибов нету, если нету соответствующей почвы, то эти ягоды опять-таки не будут размножаться, развиваться, распространяться, и в целом, конечно же, урожая не будет. Да, все. Вообще пожары, надо сказать, очень сильно меняют экосистему, ландшафт. Почему? Потому что уничтожается поверхностный слой почвы, деревья, которые удерживают солнечный свет, да, и солнечный свет, когда хороший лес не проникает на почвенный покров. Подушка такая создается. Да, и температура, вот, которая имеется на вечной мерзлоте или многолетней мерзлоте, она сохраняется. При отсутствии леса вечная мерзлота или многолетняя мерзлота начинает таять. Вот это катастрофическое, ну, скажем так, последствия могут быть для вообще планетарного масштаба, потому что при таянии вечно мерзлых грунтов или вечной мерзлоты начинает выделяться метан. Метан – это такой газ, который не поглощается растениями, в отличие от углекислого газа, да, и имеет очень сильный парниковый эффект. Соответственно, температура на этой поверхности будет повышаться, и таяние вечной мерзлоты будет усиливаться. И, соответственно, вот лесовосстановительные работы имеют очень важное значение, о чем сказал наш глава республики Арсений Сергеевич Николаев. И наша республика в первую очередь должна заниматься вот восстановлением лесов. Или содействием естественному лесовосстановлению, или же искусственным лесовосстановлением благодаря сеянцам с открытой корневой системой или закрытой корневой системой. Ну, что касается пожаров... Чем больше узнаешь о пожарах, да, тем от страшнее специалистов, становится. тем страшнее становится. Вообще сама история возникновения пожаров, она не всегда может зависеть от человека. Это может быть и какие-то торфяники, засухи. А вот что же касается именно конкретно действий человеческих. То есть давайте поговорим по поводу травки шелкопряда. Так, сибирский шелкопряд, это относится к чешуекрылым, это бабочка на самом-то деле, да, это достаточно крупная бабочка. И гусеницы этой бабочки, да, они вот питаются хвоей, лиственница. Лиственница даурская, сибирская, и даже может перейти на сосну, на ель, да, и уничтожать хвою. И, соответственно, деревья, которые поражаются 2-3 раза этим шелкопрядом, да, они могут полностью умереть. И, соответственно, вот это условие проникновения солнечных лучей на землю усиливается. Без хвои и без, ну, скажем, леса. И мертвый лес усиливает опять-таки проникновение, да, проникновение солнечных лучей, и увеличивается таяние вечной мерзлоты. И, соответственно, вот в конце 90-х, в начале 2000-х годов у нас было массовое поражение лесов с шелкопрядом. И в этом году опять очаги в Намском улусе, Хангаласском улусе, Тампонском улусе уже наблюдаем, да, и, соответственно, лес может умереть. И, соответственно, вечная мерзлота тает, и образуются уже или же влажные места, или же болотистые места, и, соответственно, выделяется метан, да, и меняется ландшафт, и вообще природа и климат. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Теперь нам всем есть о чем задуматься. И вот последний вопрос, Константин Константинович, как вы относитесь к яблокам? К яблокам? Замечательно. Мы хотим вас очень угостить, люблю потому яблоки, что сегодня, 19 августа, мы Яблочный отмечаем спас. яблочный спас. Поэтому Спасибо. угощайтесь, и пускай ваше настроение Да, будет хорошим. спасибо большое. Выбирайте самое красивое и загадывайте желания. Так, Спасибо. надо отметить, что на территории Арктического государственного агротехнологического университета имеется единственный яблоневый сад, который замечательно цветет. Так, и самый лучший яблоневый сад у нас в Якутске, и в Якутии даже, и ежегодно цветет, и плодоносит. Ну, конечно же, плоды небольшие, но тоже съедобные. Да, я знаю, я пробовал эти плоды. Спасибо большое. Ну что ж, вот еще раз напоминаем, яблочный спас. Мы поздравляем всех телезрителей с этим праздником. И с этим днем связано очень много у народа примет, поверий, обычаев. И в основном, конечно, связано все, у мужчин связано все с урожаем, а у женщин с ужином. С любовью, да? За тысячи лет ничего в мужчинах и женщинах не изменилось. Что нужно делать? Делать, ну, там много всего. Мне понравилось вот самое такое интересное. Те, кто выращивает виноград, у них есть такая примета, поверье. Нужно выйти в поле подсолнечное и стрельнуть по подсолнуху из ружья. Чем дальше разлетятся семечки, тем богаче будет урожай винограда в этом году. Вот Подсолнечник стрелять, чтобы был урожай винограда. Да, и еще в этот день нельзя купаться, так как считается, что в этот день водяные и русалки готовятся к зимней спячке, поэтому их нельзя беспокоить и тревожить. Лучше яблоки им принесите.
Но, друзья, очень много разных примет, но есть одна очень верная примета. Если вы вдруг из окна своего автомобиля видите собаку за рулем, то как минимум вы переутомились и обращаетесь к врачу. Вам нужно, скорее всего, отдохнуть. Но не жителям Екатеринбурга, потому что красный мотоцикл, шлем, очки и дворняжка из Екатеринбурга взяла и стала байкером. Семья мотопутешественников из Екатеринбурга приютила у себя бездомную дворняжку. Дала ей кличку, подобрала ей соответствующую экипировку и усадила в мотоколяску. Лена и Юра живут в новостройке в одном из районов Екатеринбурга. Вот рядом их дом находился частный сектор, который расселили под застройку. Ну и хозяева предыдущие выбросили собаку. А молодая пара ее приютила. И теперь собака-белка вместе со своими новыми хозяевами осваивает просторы на мотобайке. Раньше в коляске мотоцикла пара перевозила вещи во время зимних путешествий. Теперь в ней ездит белка. После того, как белка стала байкером, все захотели взять ее себе, однако пара уже никому не собирается ее отдавать. Белка уже ездила со своими хозяевами на порог Ревун на реке Исеть. Зимой она отправится с ними в Мурманск. Кстати, Степа, ты когда-нибудь задумывался, сколько может стоить обычная фотография? Между прочим, да, задумывался. Я как-то раз узнал, что есть такие сервера с фотографиями, на которые можно отправлять свои фотографии с телефона, с чего угодно. И если кто-то решит воспользоваться именно твоей фотографией, то тебе он оформляет на сайте заявку, и тебе идет какой-то процент с этих использований. Кстати, действительно, есть некоторые фотографии, стоимость которой составляет даже больше, чем те самые картины эпохи Возрождения. Вы можете сейчас увидеть на экранах самую-самую дорогую картину во всем мире. На экране снимок, сделанный в 1999 году Питером Ликом. Называется картина «Фантом». Его стоимость оценивается в 6,5 миллионов долларов. Да, это самая дорогая фотография в мире за всю историю. Питер Лик сделал ее, когда находился в каньоне Антилопы, штат Аризона. Кстати, весь этот разговор я затеяла к тому, что сегодня Всемирный день фотографии. Ну а о том, какие еще даты и события произошли сегодня в этот день, мы узнаем из нашей следующей рубрики. На календаре 19 августа в этот день отмечают День картофеля, День филателии или День почтовой марки, День врача китайской медицины, День горячей и острой пищи, День рождения тельняшки, Всемирный день фотографии. По народному календарю сегодня отмечают Яблочный Спас, народно-христианский праздник, второй из Спасов. В этот день принято посещать храмы, освящать ягоды и фрукты, на богослужения стараются надевать белую одежду. Сегодня нельзя убивать насекомых, иначе можно спугнуть удачу, а ясная погода сулит сухую осень. События в этот день. Под Санкт-Петербургом открыта Пулковская обсерватория. В этот день в США запатентован способ получения сгущенного молока. В 1874 году тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте. В этот день состоялся запуск космического корабля «Союз-Т-7». В Санкт-Петербурге была основана российская рок-группа «Ночные снайперы» в 1993 году. В этот день родились Юлиус Лотер Мейер, немецкий химик, Джорджи Энеско, румынский композитор, скрипач, дирижер и педагог, Габриэль Шанель, французский кутюрье, крупная фигура в истории моды 20-го столетия. Леонид Соловьев, советский писатель, сценарист. Александр Вампилов, советский драматург, прозаик, публицист. Билл Клинтон, 42-й президент США в период с 1993 по 2001 год, государственный и политический деятель. Необычное видео. Лисенок куда-то тянет норвежского фотографа. Лисенок на
Лафатенских островах решил что-то показать человеку. Заинтересовать он пытался фотографа Йонеса Биркеленда. Сначала лисенок аккуратно подошел к фотографу, который в это время выжидал интересные кадры. Зверек обнюхал Йонеса и решил его куда-то позвать. Схватил за одежду, потянул его в сторону. Вот куда привлечь Йонеса не удалось, лисенок обошел его и встал просто перед объективом камеры. Вот эти кадры мне напомнили сразу «Маленького принца» Экзюпери, когда тоже и лисенок, и маленький принц, они сидели, общались о многом во всем мире, важном и не очень. Прям такие милые кадры. Слушай, ну последнее время очень много как-то животные... Стали ближе к людям? Ближе к людям, да. Часто же можно увидеть фото и видео, как медведи, мишки выходят на дорогу к дальнобойщикам просить еду, лисята. Ты думаешь, это что-то значит? Мы дружить начинаем, я так думаю. Вот. Ну, это очень хорошие новости. Будем надеяться, что у нашего новостного обозревателя Влада Давыдова тоже очень хорошие новости о событиях в мире, в стране и в республике. Еще раз приветствую коллег студии «Утро Якутии» с новостями к этому часу Влад Давыдов. Правительство страны утвердило новые правила для кинотеатров. Так теперь посетителей обязаны будут предупреждать о том, сколько времени займет реклама и показ трейлеров перед началом фильма, а самим зрителям запретят проносить в кинозал лазерные указки, пиротехнику и резко пахнущие вещества. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. С 23 августа студентов СВФУ заселят в общежитие, а сейчас студенческий кампус практически готов к работе. За летний сезон проведены ремонты во всех корпусах университета. Например, в общежитии 6Б по улице Каландрашвили, 17. Отремонтировали в этом сезоне кухни, установили видеонаблюдение, заменили старые лампы в комнатах на светодиодные. В новом учебном году в студенческом кампусе выделено более 6000 койко-мест, из них около 1600 предоставят первокурсникам. Для того, чтобы заселиться, студенты отправляют через свой специальный личный кабинет сканы паспорта с пропиской, справки о составе и доходах семьи. Сумма оплаты за койко-место в месяц в этом году повысилась, составит в итоге 1033 рубля. В каждом общежитии со следующей недели будут развернуты медицинские пункты, которые на местах будут осматривать в целях исключения столпотворения. После того, как они пройдут медицинский осмотр, они вселяются в общежитие. Но есть один момент. Если студент вакцинирован, он сразу проходит медицинский осмотр, смотрят симптомы ОРВИ, кожный покров и так далее, дают справку. Если у студента нет вакцины, вакцинации, полной иммунизации, то ему пишут направление, он должен пройти в нашу клинику СВФУ, там сдать иммуноферментный анализ, и с результатом этого анализа он должен подойти обратно в общежитие, получить справку и вселиться в общежитие. В эти дни в Якутске проходит подготовка участников финала 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Сами соревнования состоятся в Уфе с 25 по 29 августа. Напомним, в прошлом году из-за ковидных ограничений финал чемпионата прошел в онлайн-формате. Так, в турнирной таблице якутские участники заняли 9-е место, завоевали номинацию «Прорыв года» и вошли в топ-10 лучших регионов страны. В этом году к участию заявлено 32 конкурсанта и 26 экспертов по 26 компетенциям.
У нас сформировалась расширенная сборная команда, которая участвовала уже в дальнейшем у нас в отборочных соревнованиях, которые проходили с 1 по 30 апреля по всей Российской Федерации. Наши ребята выезжали в 31 субъект Российской Федерации. По итогам вот этих вот соревнований, уже путем отбора, да, у нас уже сформировалась основная сборная команда. Это все новости к этому часу. Удачного дня. Слово передаю коллегам. До Байкала, до Победного. Путешественник на коляске совершает 1418-километровый заезд из Красноярского края. Путешественник Виктор Сибирин за свою жизнь совершил много туристических поездок по России. Однако путешествие, в котором он находится в данный момент, претендует на звание уникального. Мужчина совершает заезд на инвалидной коляске из Ачинска Красноярского края до поселка Листвянка на Байкале. Протяженность маршрута составляет 1418 километров, что равняется количеству дней, в течение которых длилась Великая Отечественная война. Цель память, чтобы помнили. Никому ничего не хочу доказывать. Вот честное слово. Там вот в комментариях пишут в соцсетях, там, вот, что ты там себе можешь доказать, что доказываешь, хайп какой-то ловишь. Там. Да ничего не хочу доказать. Это просто, чтобы помнили. Все. Для себя это делается. Чисто для себя. День путешественник преодолевает примерно 30 километров пути. Ночует Виктор в палатке. В его рационе каша и мясо, приготовленные на сухом горючем. Мужчине часто предлагают помощь, но Сибирин отказывается. Несмотря на все сложности в пути, мужчина считает, что домашний комфорт не заменит радость от увиденного в поезде, а потому продолжает путешествовать по стране. Около 10 лет назад мужчина упал и сломал позвоночник. После 14 операций он так и не смог ходить. Однако травма не мешает ему быть активным человеком и путешественником-экстремалом. Да, вот такие люди всегда служат примером для подражания. Мы гордимся ими. Да, действительно. И по традиции в четверг мы готовим специальную рубрику «Пусть мама придет». Сегодня мы хотим вас познакомить с большой компанией, братьями Даниилом и Виктором, а также их сестрами Алиной и Аней. Братья активно занимаются спортом и заботятся о своих сестрах. Хотела рассказать про наших мальчиков. Это Даниил и Виктор. Также у них еще сестры есть Алина и Аня. Они уже в дошкольной группе. Анечка в дошкольной непоседах, а Алина у нас на улыбке, да, она уже школьница. За проживание показали себя с положительной стороны. То есть, когда они поступили, и какие они сейчас, можно положительную тенденцию заметить. Они очень изменились. Данил у нас добрый, он такой общительный мальчик, любит он очень творческий, любит участвовать во всех мероприятиях, во всех мероприятиях, посещает секции самбо, волейбол. Вот. Виктор у нас тоже, он очень добрый, скромный, да, ведь отзывчивый. Учится он у нас, старается быть ударником. В прошлую четверть у него вышла 1 троечка. Девочки тоже, хочу сказать, очень положительные. Данил постоянно опекает младших сестренок. Меня зовут Данил, мне 12 лет. Я люблю заниматься волейболом, самбо, бильярд люблю играть, робототехника. Люблю делать рандат, фуляр, сальтовать. Меня зовут Алина, мне 8 лет. Я хожу в школу в 1 класс. Мне нравится там математика, физкультура. А после уроков я люблю играть со своей сестрой. Меня зовут Анна. Я хочу со всеми в театр. Там нам показывали, кто живет на колечке. Хочется нам, чтобы эти дети приобрели добрую, отзывчивую и взаимопонимающую семью.
Хоровое пение было очень популярно еще в древности. Тогда ни один спектакль не обходился без участия хора. А руководителя коллектива в античные времена называли корифеями. В известном всей Якутии и за ее пределами государственном хоре филармонии Якутии есть свой корифей. Людмила Анатольевна Шумилова. О тонкостях своей профессии она рассказала в нашей рубрике. При выпуске музыкальной школы педагог-хормейстер сказал: «Люда, тебе обязательно нужно поступать на хормейстера». Хор – это моя жизнь. Я даже когда дома уже ложусь спать, у меня эти аккорды в голове, я выстраиваю, я утром просыпаюсь, я завтракаю, пью кофе, а у меня аккорды в голове. Как же сегодня мы эту фразу найдем, как мы ее проработаем, прочувствуем. Нельзя петь просто ноты со словами, красивыми голосами, с потрясающей дикцией. Обязательно нужно найти отклик у зрителя. Я стараюсь репертуар подбирать так, чтобы это было обязательно и очень известное. Обязательно. Пусть оно будет еще очень сложной обработкой, потому что это уровень, это хор филармонии, да. Вот эта техника жестов, знаете, это очень тонкая вещь. А многие думают, ну что там дирижеру, машет и машет. Вот как-то вот так люди. Ой, ты музыкальный колледж закончила, потом еще 5 лет академии, еще 2 года аспирантуры. Да как столько лет, как медик училась так много лет. Что тут вот, в общем-то, махать? Нет. Вот именно артисты хора знают любое положение пальца, разворот кисти, руки. Зависит все. Хочется мне нежности. Вот они поют, и не хватает мне их трепета. Я им покажу, высвечу так звук. Хочется остроты, я руку разверну. То есть тут вообще множество прикосновений к звуку. Да? Это так же, как можно ударить, можно погладить, можно уколоться. Даже помогают мне глаза, строгий взгляд, да? Где-то наоборот я отпускаю эту фразу, потому что смотрю, она пошла правильно, хорошо все выстроилось, у ребят все получилось, они видят мою довольную счастливую улыбку, допустим, да? Это, знаете, вот между мной и хором это такое как бы волшебство, такое колдовство, где мы на языке жеста друг друга понимаем. Моя путеводная звезда, моя филармония, мой любимый хор – это вся моя профессия, вся в этом. Я этим живу и очень счастлива. Ну и продолжая музыкальную тему, мы хотим представить вам нашего следующего гостя в студии с замечательной тематической заколкой на галстуке. Это Денис Чифанов, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Доброе утро. Доброе утро, Степан, Полина. Очень рад вас видеть. В Якутск вы прилетели в рамках сотрудничества с Высшей школой музыки и с Фондом «Будущем поколений». Основная цель вашего визита – это поддержка проекта «Летняя творческая школа», которую поддерживает одаренных детей. Какие ваши впечатления от этого проекта? Как вы будете сотрудничать? Вы знаете, я не просто буду сотрудничать, я уже сотрудничаю. Школа открылась 15 числа, и я уеду через пару дней, а она будет продолжаться, потому что в этой школе не только пианисты, в общем-то, с которыми я уже работаю, есть и струнно-смычковые инструменты, есть духовые инструменты, и есть, кстати, и вокальное пение. Вот Полина, которая вам близко, я знаю. И мне очень повезло. Потому что, во-первых, я знаком уже с вашими ребятами, ну, лет так почти 20. А первый раз я познакомился, когда мой профессор, еще знаменитый музыкант, лауреат первого конкурса Чайковского, Наум Штаркман, меня пригласил работать в известный проект «Новые имена» под патронажем ЮНЕСКО, который проходил в городе Суздаль. То есть вот это столица, можно сказать, Древней Руси. И я поехал тогда как молодой специалист,
в надежде, что я буду работать, скорее всего, концертмейстером. Там работали именитые профессора, и Шафран, вот, который был у вас тоже. Есть об этом табличка прямо в Высшей школе музыки. Получилось так, что как раз внезапно приехала делегация из республики Саха-Якутия, и эти дети в основном попали ко мне. И вот Джулиану Слепцову, мы недавно с ней тоже встретились, в Москве прошел конкурс, первый международный конкурс молодых исполнителей, пианистов имени Жиркова. То есть Марка Николаевича. Да, Марк Николаевич, и это было очень не просто интересно, познавательно, это было просто очень яркое шоу, я бы сказал, где приезжал даже Михаил Ефимович Николаев. Я с ним с большим удовольствием познакомился. Вообще хочу передать большой привет вашему действующему тоже президенту Айсену Сергеевичу. Знаете, очень тесен мир в наше время, потому что сотрудничаю в последнее время с оркестром Росгвардии, а дирижер Азат Шейхмухаметов этого оркестра, когда узнал, что я еду в Якутию, просил просто передать даже привет вашему президенту. Оказалось, что его сестра жила напротив, в Верхневилюйском районе. Нет, Верхневилюйск, по-моему, называется. И он мне прислал даже фотографию, где президент в 4 классе школы. Это очень приятно. Как мир тесен. Вот, да. Что касается детских фотографий, как в ребенке распознать таланты и вообще способности музыкальные? Хороший вопрос. Вы знаете, этот вопрос у меня всегда именно возникает прежде всего на телевидении. В любом городе, где бы я ни приехал, и в Японии, где я работаю тоже иногда как приглашенный профессор, я бы вот сказал по своему опыту, что нет немузыкальных детей. То есть человек, у которого нет музыкальных способностей, мне кажется, их меньше процента. Вопрос правильно развить. И мне кажется, как раз вот эта школа, в которой проходит высшая школа музыки, она ведь, понимаете, у нее многоступенчатое развитие образования. То есть там есть и как консерватория, там есть и училище, и есть школа. И мне кажется, вот эта вот летняя творческая школа – это очень хороший способ познакомиться ученикам, их родителям со своими будущими педагогами. И вот в отличие от обычных детских музыкальных школ, которые есть, в общем-то, в каждом городе и в каждом, наверное, даже поселке, достаточно крупном, здесь вот этот проект, он действительно уникальный не только в всероссийском масштабе, а именно в международном. В чем его уникальность? А в чем уникальность? В том, что нигде в мире нет профессионального детского образования. Есть некоторые школы по типу вот советской системы, в Японии очень развиваются, в Китае сейчас, в Шанхае и в Пекине. Но вот так, чтобы было профессиональное развитие, где ребенка развивают не только на его инструменте, а есть еще предметы сольфеджио, потом будет гармония, история музыки, где человек получает с первых прямо шагов, вот как в спорте бывает, да, мы же знаем, чем раньше начинаешь заниматься, то тем выше шанс стать профессионалом высокого уровня. И вот здесь, ни в Москве, ни в Ленинграде, в Якутии, эта система, и не просто люди приезжают из Якутска, по-моему, из 20 улусов, да, вот это называется объединение, из 20 или даже более улусов есть дети, и они живут как в интернате. То есть за ними следят воспитатели, и дети не просто вот позанимались и потом делают все, что хотят. Нет, у них есть четкий распорядок дня. То есть это уже готовые профессионалы, даже через 2-3 года. Нет, но мы уже поняли, что нет детей, людей, которые не музыкальны. А вот как действительно выявить талант у ребенка, развить его, и чтобы это было как-то обоюдно, полюбовно и не из-под палки? Чтобы это не было в тягости ни ребенку, ни родителям. Ну, это я согласен, но это талант педагога. И вот как раз, мне кажется, педагоги таких профессиональных именно вот детских учреждений, у них колоссальный опыт развития. В любом случае, у нас очень дорогое это обучение. Почему? Потому что оно индивидуальное. Человека нельзя, музыканта, может быть, только в хоре, даже в хоре, когда работают, то все равно работают достаточно точечно, локально, как сказать, выявляют солистов, да? А здесь это очень индивидуально. И, естественно, с каждым ребенком свой подход. Кого-то надо только хвалить, нельзя ни в коем случае ругать, а кого-то, наоборот, все время надо немножко подталкивать.
И это не может быть только добровольно, но это через уговоры, через работу с родителями. Денис, а вот свою историю расскажите. Вот вы лауреат международных конкурсов, доцент. Как вы пришли? Как вас родители привели силком, либо вы сами рвались в музыкальную школу? Вы знаете, у меня не было шансов. Я скажу почему. Ну, во-первых, у меня практически музыкальная семья. У меня мама профессиональный педагог детской музыкальной школы. Она вообще сибирячка, я родился в Тюмени. Она переехала когда-то в Казань, поступила там в Казанскую консерваторию, вышла замуж. И сестра у меня старшая, тоже пианистка, да. И мама считает, что ну зачем пианистом быть? Мальчик — это не мужская вроде как профессия, хотя это не так совершенно. Вот, учится больше девочек, а на сцене, если вы посмотрите, больше мужчин. Да, вот такая немножко гендерная, как сказать, есть немножко такое, да. Вот, и мама сказала, ну, для себя, до 4 класса можно, наверное, поучить. И, ну, она хитростью, конечно. Так как она опытный человек, ребенка усадить, а я еще вертелся, бегал, как это сейчас говорят, гиперактивный ребенок был. Ее подруга попросила заниматься с ее сыном. И он приходил домой. И видит, я вижу, что мама занимается каким-то другим ребенком. Я говорю, я тоже хочу. Она говорит, ну давай попробуем. Вот так вот пошло. Потом... То есть ревность вас подтолкнула? Ну, не то, что ревность. Знаете, вот, когда я даже сейчас, когда слышу, когда кто-то занимается за стенкой, а я не занимаюсь, мне уже как-то нехорошо. Это вот нормальное человеческое состояние. Любого пианиста спросите. То есть, ну, хочется самому что-то делать. Потом была десятилетка в городе Казани. Такая же вот специальная школа, как Саха-Якутия. И тоже с интернатом. Но у вас ведь знаете, что здорово? То, что эта школа находится за городом. Это шикарные коттеджи. В каждом коттедже есть инструменты. То есть все условия для того, чтобы вот в музыку в прямом смысле впитывалась вместе с природой. Ну, а потом была Московская консерватория. И так вот, пока вот и так вот получилось, да. Большое вам спасибо за вашу интересную беседу. Мы вас тоже хотим угостить яблочком, потому что у нас сегодня яблочный спас. Мы надеемся, это наша не последняя встреча. Ну, а нам уже потихоньку приходится прощаться. Вверх по матушке по Волге в Нижнем Новгороде завершился фестиваль воздушных шаров «Приволжская фиеста 2021». Стало самым массовым и ярким событием в этом году. Подробнее в нашем следующем материале. 25 тепловых аэростатов из 15 регионов России добавили цвета небу над Нижним Новгородом во время ежегодного фестиваля. Воздушные шары парили над Нижней Волжской набережной в районе Нижегородского Кремля, а затем отправились в полет над Волгой. Это наиболее массовое по количеству аэростатов мероприятие этого года. Серьезных соревнований не будет. Может быть, будут какие-то отдельные спортивные упражнения для развлечения зрителей и пилотов, чтобы был какой-то небольшой там азарт. Но это скорее такое праздничные полеты. По информации организаторов, о месте и времени запусков шаров сообщили за несколько часов до начала полетов, потому что для их проведения необходимы точные данные о погодных